А можно ему посидеть? Здравствуйте, с вами журналист Олег Желнин. Мы находимся в столице республики, на территории закладки Парка Победы. Это недалеко от аэропорта, город Якутск. И сзади меня уже начинается это мероприятие. Здесь сейчас представлена выставка вооружений, амуниции. То есть это настоящий праздник для гостей и жителей столицы Якутии. Пойдемте посмотрим. Добрый день. Вы сегодня представляете кого? Бойца Красной Армии образца 43-го года. И вопрос такой, это целое движение у вас? Ну, как сказать? Ну, можно сказать, что группа. Собственная душа, да. Можете рассказать, что за вооружение представлено сегодня? Ну, что за вооружение? Ну, скажем, вот здесь сейчас видим ППС-43. Ну, 43-го года, значит. Вот это у нас ППШ. Или в народе папаша. 41-го года. Так, а это у нас уже ППШ с рожковым магазином, такие уже пошли. Они все действующие экземпляры, да? А? То есть они уже боевые, настоящие? Не. Они все уже деактивированы, ну то есть стволы опущены через электричество, стволы все залиты металлом. Не, ну понятно, они же настоящие. Ну, в целом, да, настоящие. Только не боевые, правильно? Ну да. А вот рядом с вами товарищ кого представляет? Ну, я представляю партизана польского. Польского партизана. Да, у меня погонов нету, ничего нету. Поэтому... А что означает ваша треуголка? Это конфедератка, польская пилотка. Это... Ну, народная польская головной убор, военный. Это народная армия польская или как? Не, это, ну, ПНР, Польская Народная Республика потом. А вы можете рассказать, вот там еще стоят два образца, я смотрю, это станковый пулемет Максим, да? Да, это станковый пулемет Максим. Это вот этот экземпляр, да, Максим, это тот пулемет, который, ну тот образец Наша полевая кухня вот там находится, после всех. героя Советского Союза Лонгинова Владимира Дионисовича. Лонгинова. Да, вот недавно ему исполнилось 100 лет со дня рождения. Это вот именно этот пулемет, да, Максим, которым он на Днепре совершил свой подвиг, защищая атакующих на плацдарме этим пулеметом. Вот именно вот такой, да? А, у него, по-моему, ДП-27 был, который на мотоцикле сейчас. Ага. А можете рассказать об этих экземплярах? Вот противотанковые, да, это? Да, это ПТРС и ПТРД. А в чем разница? Ну, у ПТРД 5 патронов было. Нет. Это у ПТРС сейчас 5 патронов, и он автоматический. А вот фильм ПТРД... «Сражались за Родину», и наш великий писатель... Симонов? Константин Симонов. Нет, вот кино было, они сражались за Родину, артист. И там герои носили вот эти вот орудия. Это какие? То или он то? У них, по-моему, был ПТРС пятизарядный. Они сбивали самолеты, танки. И вот смотрю еще что-то там, миномета, да? ПМ. А можно подойти да рассказать, Можно, что это такое? Это наш или немецкий? Это наш миномет ПМ-37 вроде. Полковой, большой миномет. Его как носили? Ну, его На себе? бывало на себе, бывало перевозили. А так при боевых обстоятельствах ее носили с таким целиком, переносили. А когда при походе, там при марше, ее могли разобрать и нести по частям. Вы не в курсе, сколько он весит? Ой, ну, не знаю, но один человек точно не поднимет. Вот это все на себе. Дорогие друзья, это не просто закладка Парка Победы. Здесь сразу, видите, представлена выставка, подготовлена концертная программа. Сейчас начнется открытие.
Я прошу вас посмотреть, может быть вас интересно. А вот хотел узнать, вот это вот, мы смотрим в кинохрониках маршала Жукова и так далее, это вот именно вот эти, как правильно они называются? Перископы? Перископы? Ну, по ними вражескую позицию Из осматривают. окопов, да. Из окопов. Ну, по-моему, это тот самый образец, но или там были более старые образцы. Ну, точно не знаю. А вот рядом не подскажете, это уже как бы уже современное, да, представление? Да, вот Стоит Урал. Урал, да, это современный, это уже где-то... Можно 70-х пойти годов. познакомиться. Здравствуйте, не подскажете? Вы движение, да, какое-то вот, представляете? Клуб исторической реконструкции РКК. Вот смешанный состав, там красноармейцы до 43-го года, после 43-го года и немецкая пехота. А вот вы кого сейчас представляете? 45-й пехотный полк, 45-я пехотная дивизия, 130-й полк, 1-й батальон. То есть амуниция была, разница есть с нашими? Или в чем да. удобнее ходить нам, проще говоря? У немцев немножко более продумано, а у нас больше на войну рассчитано, скажем так. А граната это обязательно было, да? Ну, любому пехотинцу положено было несколько гранат. А вот Но она была немножко неудобна для применения. Во-первых, терочный взрыватель отсыревал. Во-вторых, время горения, то есть там приноравливались. Поэтому на смену М24 появилась, не на смену, а вместе с М24 позднее появилась М39 яйцо. А вот сзади вас винтовка, да, она... Это карабин. Карабин, да? Это Кар-90. немецкий или с нас Да, идет? нет, это Кар-98, основное оружие пехоты вермахта. Сколько зарядов? Пятизарядный, 5 патронов в магазине. Болтовка. Он наши линейки насколько легче, по-вашему? Он не то что легче, он еще и короче нашей трехлинейки. То есть серебряная небольшая. Такая же примерно, 1500. То есть, вот этот карабин со штыком, а мосинская винтовка без штыка, вот такая. Вот как вы считаете, враг, который противостоял нам бойцов, достаточно был хорошо экипирован? Это был хорошо подготовленный, грамотный враг. Мы победили в тяжелой борьбе умного и грамотного противника. То есть сказать, что мы просто так победили, шапками закидали, нельзя. Это была тяжелая битва с тяжелым опытным врагом и многочисленным. И как вы считаете, вот закладка парка, они должны вот рассказать о противнике все-таки, парк Победы? Нет, это именно парк нашей победы. То есть это память нашей победы над врагом. То есть там не должно быть как такого упоминания. Кстати, своего товарища, вот, он, наверное, тоже что-то представляет. Он Николай, это Николай. Владимир. Ну, это отдельный, да, это пехотный, как сказать. Нет, у него чисто немецкое подразделение. У меня ближе к австрийцам, то есть 45-я пехотная дивизия формировалась в основном из австрийцев, граждан террора. А это вот, нет, форменное бандирование одно и то же практически. Разница идет в том, что у него вот Y портупея, да, повернемся, она у него круглая, Ага. а у меня пятиугольная. То есть у вас больше можно запихать? Нет, у меня разница в деталях, а так в снаряжении практически одинаковая. Просто у него конкретно пехотная дивизия, 26-я танковая дивизия, пехотное подразделение, панцергренадер, а я чисто пехотинец. Он на БТРе катался, а я пешком ходил. Понятно. Спасибо огромное. Рядом расположено теперь более современное вооружение, скорее всего, нашей армии. Кто может рассказать? Сейчас я подхожу к ребятам, да? Да. Достаточно серьезно. Заметили, какая была амуниция у солдат Великой войны, как у противника, так и у наших солдат. А теперь посмотрим, какая амуниция у современных
Но это не знаю, правильно солдат или все-таки спецподразделение? Ну, вообще-то, страйкболисты. Вот. Мы представляем якутское сообщество страйкболистов. Вот. То есть у вас форма так, как удобнее вам, нет? Да, у нас есть свои команды, по командам делятся. У каждой команды есть свой камуфляж, своя форма. Но они же все-таки приближены к более современной форме. Да? Совершенно верно, да. А вы можете рассказать немного, вот камуфляж и так далее, страйкболистов, вот это образцы вооружения, что Ну это мы реконструируем группу спецназа, поэтому у нас все под спецназ российский. Форма, одежда, щит, автоматы все с, как сказать, со всей прибамбасой, что использует российский спецназ. То есть то, что сейчас стоит на вооружении спецподразделений, да? Да. А немного можете рассказать, вот, может быть, здесь есть вот автоматы Калашников, понятно, а что? Ну это разные модификации автоматов. Это вот 3,74-х, 1/100 серия. Это ПП «Витязь». А можно рассказать о нем, вот взять и показать нам, что в чем его, он же, наверное, для ближнего боя больше, да? Ну, это разрабатывалось специально для спецназа, чтобы при штурмах здания как бы не было рикошетов, так как когда идешь с Калашниковым на штурм, допустим, велика большая того, что будет рикошет, поэтому здесь разработали ПП, это пистолетный патрон 9х19, который в тесных пространствах он не рикошетит. А можно просто продемонстрировать, вытащить магазин? Ну, вот сюда вот заряжаются шары, да, магазин полностью, как все оружие, все как боевое, вес, рост, все как бы полностью как боевое. Представляю возможным, что такое, как бы игрушка, а на самом деле Да, серьезно. оружие. И вот очень много девушек фотографируются там около вашего снайперской винтовки, она тоже представлена? Еще и гранаты, да? Еще есть гранаты вот такие. Это прототипы РГДхи. Но Вот. она меньше же. Нет, все страйкбольное оборудование, оно все идентично по размерам и весу боевому. Все вообще полностью, все как бы. Щит вот старались сделать полностью по размерам. А можно рассказать о снайперской винтовке, которую так девушки полюбили? О ней рассказывать люди все как бы знают, что это такое. Не все. Это легендарная СВД, используется во всех войсках, везде во всех подразделениях. Такая надежная плетка, вещь такая незаменимая. Ну, в страйкболе тоже помогает, вещь такая. Ну, дорогое удовольствие. Хотелось бы вот спросить, если вы, да, действительно, если мы хотим поучаствовать, применить, как бы, наверное, просто узнать, что это такое, да? Куда надо приходить, куда обращаться, чтобы на деле, наверное, Ну, в почувствовать. Якутске есть прокатные клубы, 2 клуба, которые сдают в аренду снаряжение. Ну, конечно, не такое, там как бы более-менее дешевое, стоковое. Есть прокат, стоит там 1000 рублей, по-моему, игра. Все, вот мы сейчас себе новый полигон почистили по Куда Маганскому. к вам обращаться такое? Нет, я командир группы, я как бы финансами не занимаюсь. Имеется в виду, куда подъезжать? Где мы- Мы проводим игры каждое воскресенье на Маганском тракте, 2-й километр напротив 3-й пожарки. Там здание большое. Вот мы его сейчас вычистили, подготовили. В это воскресенье первая пробная игра после чистки там будет. Во сколько и когда? Воскресенье с 12, каждое воскресенье с 12 дня и часов до 6 до 7 мы там. Надо, наверное, специально подготовку проходить. Да нет, не обязательно. Это как бы игра, ну, для отдыха, для развлечения. Ну, просто словами не описать, это надо попробовать один раз. Дорогие друзья, начинается торжественное открытие закладки Парка Победы, и мы туда переходим к сцене, где находятся зрители, и начало мероприятия посмотрим, покажем для вас. Кровью убитых оплачена. Эта война. Нет радости больше, чем радость победы, но горечь утрат отзывается в нас. И пусть не стыдятся почтенные деды безудержных слез, что струятся из глаз. Никто не забыт, и ничто не забыто, хоть радость победы до боли грустна, а мы поклоняемся праху убитых.
когда к нам в Россию приходит весна. Давным-давно была война, давным-давно прошла она. Для тех, кто жив, она была когда-то. Но помним мы, как в пламя шли, и как страну для нас спасли солдаты, солдаты, солдаты. Годы сколько б ни шли, вечно помнить в одной стране. Была война, и там, где все сожгла она, хлеба желтеют и синеют реки. И те, кто эту землю спас, остались жить в сердцах у нас навеки, навеки, навеки. Была война, но память нам на то дана, что помнить, как весь мир пылал когда-то. И те, кому по 20 лет, пусть знают, что глядят им вслед солдаты, солдаты, солдаты. От неизвестных и до знаменитых, сразить которых годы не вольны, нас 20 миллионов незабытых, убитых, не вернувшихся с войны. Каких имен нет на могильных плитах, их всех племен оставили сыны. Нас 20 миллионов незабытых, убитых, не вернувшихся с войны. Солдаты с кровавых не пришедшие полей, не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей.
потому так часто и печально мы замолкаем, глядя в небеса. Летит по небу клин усталый, летит в тумане на исходе дня, и в том строю есть промежуток малый. Быть может, это место для меня. Настанет день из журавлиной стаи. Я поплыву в такой же сизой мгле. Из-под небес по птичьи окликая всех нас, кого оставил на земле. Мне кажется порой, что солдаты с кровавых не пришедшие полей и в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Добрый день, уважаемые горожане! Сегодня мы собрались, чтобы сделать закладку Парка Победы в преддверии 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Родина, солдаты, защитники – одни из самых трепетных на свете слов. У каждого из нас своя судьба, своя жизнь, но одна Родина. Славу и честь Родины мы не имеем права уронить. И сегодня мы приветствуем всех, кто принимает участие в акции, посвященной закладке Парка Победы. Дерево – это символ жизни и связи поколений. От наших корней, дедов и прадедов, до молодых всходов, росточков наших будущих детей. Деревья, которые мы посадим сегодня, и которые будут посажены на протяжении многих лет, это напоминание о том, что Родина вечно благодарна своим защитникам. На торжественном мероприятии по закладке Парка Победы принимают участие глава Республики Саха-Якутия Айсен Сергеевич Николаев, глава городского округа город Якутск Сардана Владимировна Авксентьева,
председатель Якутской городской думы Альберт Никандрович Семенов, участник Великой Отечественной войны, кавалер Ордена Отечественной войны второй степени, почетный житель Сунтарского района Петр Константинович Яковлев, народные депутаты, члены правительства Республики Саха-Якутия, депутаты Якутской городской думы, окружная администрация города Якутска, ветераны, молодежь, учащиеся образовательных учреждений, общественность, жители и гости города Якутска. Слово имеет глава Республики Саха-Якутия Айсен Сергеевич Николаев. Быдыктавуллах, Сериуна тыл ветераннара, Жукуска котлохтохтора, күнді дұғыттыр, бұқабарғытын үйріләк көйінен, қораппыт күне, кәләндерерінен, онны бүгін ұлу Аллах парканы Жукуска коракка, маспытыл отдағыны сағалыр бұтынан, итетік estенlik қағадыребін көңілі. Дорогие друзья, дорогие наши ветераны, сегодня замечательный день в преддверии дня нашего города Якутска. Сегодня здесь начинается прекрасная традиция, которую Сардана Владимировна выдвинула. Здесь будет заложен парк Победы, посвященный великой годовщине, 75-летию Великой Победы, которой вся страна, все в следующем году. Здесь через некоторое время будет одно из красивейших мест нашей родной столицы. Дорогие друзья, я приветствую всех тех, кто сегодня пришел принять участие в этой акции. Мы все пришли сюда по зову сердца, потому что мы знаем, что память об этой великой победе надо сохранять. Не только сохранять, за нее надо бороться. К сожалению, слишком много людей в мире считают, что Советский Союз не был главным участником войны, а мы-то знаем, кто принес эту победу и освобождение всему человечеству от коричневой чумы фашизма. И вот пока мы помним, пока мы чтим своих героев, пока мы чтим эту победу, я знаю, что наша страна будет такой же великой и могущественной. Поэтому, дорогие друзья, с наступающим праздником Днем города и с началом строительства замечательного парка Победы. Слово предоставляется главе городского округа город Якутск Сардане Владимировне Авцентьевой. Добрый день, дорогие друзья! Сегодня в преддверии главного праздника города, дня рождения нашего города, мы с вами собрались здесь, на этой поляне, чтобы через какое-то время эта поляна превратилась в замечательный парк. Мы с вами продолжаем хорошую городскую традицию. Вы знаете, 80 лет назад комсомольцы Якутска заложили основу будущего нашего парка культуры и отдыха. И вот на самом деле, к сожалению, на сегодняшний день этот парк является в городе пока единственным. И мы с вами участники, непосредственные участники другого исторического события. И, конечно же, кроме того, что мы с вами сегодня посадим деревья, мы говорим о том, что этот парк особенный. 9 мая этого года Айсен Сергеевич объявил в республике Год Победы. И в рамках этого мы уже проводим несколько мероприятий, нужных дел. Мы стараемся заботиться прежде всего о наших ветеранах. И вот это вот наше с вами сегодня общее действие. Сердце каждого из вас откликнулось на этот призыв, и вы пришли сюда сегодня, чтобы почтить память ваших ветеранов. В каждой советской семье, в каждой российской семье есть ветераны, и мы с вами, внуки, дети победителей, должны вот почтить память и организовать этот парк. И действительно, особенно еще и отрадно, что эскизный проект этого парка придумали молодые ребята-архитекторы. Таким, каким они его видят, каким они его мечтают увидеть. И самое главное, что мы провели еще и изыскание почвы здесь, обязательно со специалистами, что лучше посадить, что будет лучше приживаться.
И ботаники, специалисты нам сказали, что результаты нашего сегодняшнего с вами труда в полном расцвете мы увидим через 20 лет. И я считаю, что это надо делать обязательно для грядущих поколений, для нашей с вами. Мы тоже оставляем здесь свою память. И я надеюсь, что, вот сама, например, надеюсь, что через 20 лет я приду гулять со своими внуками в замечательный парк, и я буду вспоминать этот наш с вами сегодняшний день. Большое вам спасибо. Отдельный поклон, уважение нашим дорогим ветеранам за то, что сегодня они с нами, и это очень важно, что они участвуют рядом с нами. Большое спасибо Арсению Сергеевичу, который откликнулся на наше предложение, принимает участие, и всем, кто сегодня здесь, независимо от должности, независимо от работы, независимо от возраста, мы все здесь сегодня с вами, чтобы начать одно большое важное дело. Спасибо. Слово предоставляется участнику Великой Отечественной войны, кавалеру ордена Отечественной войны второй степени, почетному жителю Сунтарского района Петру Константиновичу Яковлеву. Уважаемый Арсен Сергеевич, Сардан Владимировна, уважаемые жители города Якутска, которые присутствуют при заложении Парка Победы. Парк Победы станет вечной памятью якутян, которые легли в боях за свободу и независимость нашей Родины, защищая Москву, но защищая Сталинград и жесточайших войнах, боевых действиях Курской дуги под Ржевом, освобождая осажденный Ленинград и другие города и села нашей страны. Фашисты нанесли нашу страну жесточайший урон. Были разрушены тысячи сел, городских поселков и городов. Но, несмотря на это, наш народ в кратчайший срок восстановил это все такое. Наша Якутия отправлена на фронт свыше 62 тысяч человек. Свет якутской нации, больше половины которых погибли в боях за Родину. Мы, старшее поколение, участники Великой Отечественной войны, гордимся, что молодое поколение якутян достойно продолжает славные боевые и трудовые заслуги нашего народа. Пусть вечная память нашим воинам, погибшим за свободу и независимость нашей Родины, станет символом нашей жизни. Спасибо. Начинаем торжественную закладку Парка Победы. Первая очередь. Это вот первая очередь? За другую, если мы идем, там еще. Ну, там порешили, пожалуйста.
Здравствуйте. Здравствуйте, товарищи кадеты! Здравствуйте, товарищи! Ну что вы молчите, кадеты? Еще раз, здравствуйте, товарищи кадеты! Что, ножом вон? Ножом вон, бери. Может, дедушку? Вот так, да. Петрос, подожди. Лунку отправляйте, лунку. Воду, воду. Не надо, хоть вода сюда. Воду. Александр, ута. Ута. Вон ута. Сейчас, Воды дайте, пожалуйста. а вот куда вот. Садимся, я вас подавал там много очень. Я в этом захалтурил. Я инженер. Еще раз Даша мало ела. Полейте вначале, потому больше разговаривать. Леночка есть. Ну, я же работаю. Могу подвинуться. По очереди куда? Сергеевич, не сверху видно все, и так и знай. Лехом сюда ходим. Будете гулять здесь? Хорошее место. Не ленточка. Не ленточка.
Юра, где? Давайте. Так, внимание. Раз, два, три. Ура! Спасибо вам большое. Вот происходит закладка. Дорогие друзья, глава республики уже первые деревья посадил. Я сейчас прошу камеру развернуться и показать, сколько там. Смотрите, сколько там людей сажают деревья. Пойдемте, пройдем. Здесь и простые граждане и непростые, так скажем. Здравствуйте! Здравствуйте! Это... Сейчас в прямом эфире Округ ТВ. Вот что значит вот эта закладка? Я знаю, что вы об этом пустыре знаете многое. Ну, я знаю, что на этот пустырь упало 9 тонн золота совсем недавно. Давайте начнем с этого, да? И здесь очень много было желающих найти золото. Представляете? И вот мы решили... И вот мы, смотрите, вот оно золото, вот оно вокруг нас. Вот оно, золото. Это будет золото победы. Это будет золото памяти. У меня отец 23-го года рождения ушел в 41-м году. Считайте, сколько ему было лет. И он прошел всю войну, вернулся даже не с конца войны, а 44-го года, весь израненный. Прожил всего 33 года. И умер. Вот меня успел наслед произвести. Вот для меня что такое закладка сегодня этого дерева. В память об отце, в память о моих близких, родных, которые погибли. Я хожу 9 мая, последние годы, каждый раз с этим портретом своего отца. И сегодня я просто вот чувствую вот тот дух традиций, потребности окунуться вот в ту правду жизни, которая нас окружает. Много можно сказать, но это действительно дать памяти тем людям, которые нам дали возможность жить сегодня вот так. А уж как мы живем, это зависит от нас. А вот с точки зрения, с точки зрения именно градостроительства, может быть, благоустройства, удачно выбрано, наверное. Я считаю, что удачно со всех сторон, по одной причине. Не будем сейчас искать каких-то еще себе приключений, да? Город и так уже, значит, стиснут, значит, ну, не буду рассказывать про город, я люблю этот город, это город моих детей, внуков. Я считаю, что настолько удачно, что мы же можем посмотреть на перспективу этого парка. Я вот стоял и долго думал, да, он же будет большим парком, он будет не меньше, чем тот парк. Он уйдет туда, смотрите, вот туда, там, дальше. И здесь будут те сооружения. Когда я почитал замысел, я вообще был ошеломлен вот этим творческим духом этой молодежи, этими треугольниками писем, которые будут выложены, значит, в виде и тротуарной плитки, и огней, и так далее. И вот я сейчас представляю, вот в мой рост будут солдаты в бронзе. Кто будет вот вместо лопаты с винтовкой, кто с автоматом, кто за пулеметом, кто будет писать письмо, кто будет мечтать, кто смотреть будет на журавлей. И это все будут изображения реальных людей. Реальных, в бронзе. Дух захватывает. И поэтому, конечно, это же парк Победы. И он будет насыщен именно теми аттракционами, которые напомнят нам вот эти все события. Ну, получается у нас, как в Сталинграде, так скажем, своя... Да. Я думаю, что Пискаревское кладбище, которое мемориальное, допустим, является, ну там захоронили 900 тысяч человек, да? Слава Богу, что этого здесь нет. Здесь нет этого. Но мы должны отдать памяти тем 30 тысячам, которые там похоронены, там где-то, понимаете, это будут... Вот это очень важно. Главное, об этом нужно говорить, и молодежь, которой я сегодня с ними пообщался, они реально чувствуют, реально ощущают вот тот накал. Не страсти, а необходимости
побыть вот вместе. А нам нужно, конечно, об этом говорить почаще. Не стесняться только. Побольше говорить о нашей победе и о наших ветеранах. Мы сейчас продолжим наш поход и посмотрим там, сколько людей, а кто, откуда и по зову сердца это происходит. Пойдемте. Так что насчет золота еще раз, что золото, вот оно, золото памяти, золото победы и в наших золотых березах. Вот эта береза, которую посадил Владимир Михайлович Членов, президент торгово-промышленной палаты Республики Саха-Якутия. Ладно, спасибо, Олег. Вот, мы смотрим. Вот смотрите, сколько людей здесь. Республиканская коррекционная школа. Можно у вас спросить, вот, что для вас сегодняшняя закладка парка? Ну, это исторический день. Мы сегодня приехали сюда с 10-го километра Покровского тракта из речевой школы-интерната. И приехали сюда с ветеранами своими, с учителями и с учениками. У нас девиз это, под девизом «Связь между трех поколений». Дети, молодежь и ветераны. И сегодня дети очень рады, что приехали сюда. Тем более в интернате наши дети живут некоторые. И сегодня вот с удовольствием сажают деревья. Как вас зовут? Меня зовут Людмила.